Криодробление. Я Стефан Массен, руководитель группы производства. Мы находимся на первом производственном этапе. Сюда растения попадают со склада. Они уже прошли предварительную обработку. Теперь мы очищаем их от бактерий, измельчаем и замораживаем. Растения обрабатываются жидким азотом и одновременно с этим помещаются в измельчитель. Полученная пудра спускается по желобу для дальнейшего использования в приготовлении смеси для БАДов. Температура, при которой идет криодробление, минус 196 градусов по Цельсию. Но и немаловажно, как будут измельчены растения. Ведь если размер каждой крупинки будет хотя бы на микрон больше, активное вещество капсул будет просто выведено из организма с едой, не принося никакой пользы. Температурный режим глубокого замораживания обеспечит сохранность свойств растений. К слову сказать, здесь одна из самых стерильных зон производства, ведь сразу после того, как растение измельчено, оно становится не просто растением. Это биологический материал, которому суждено нести миссию оздоровления. Смешивание. Сейчас мы видим процесс приготовления смеси, где различные ингредиенты нашего продукта тщательно перемешиваются внутри вращающегося контейнера за моей спиной. Засыпаемые измельченные растения попадают в этот контейнер в определенной дозировке, в зависимости от того, какую формулу мы создаем. После приготовления смесь отправится в следующий отдел, где будет помещена в капсулу. Пойдемте. Производство капсул. После смешивания вы уже можете начинать употреблять состав хоть ложкой. Но свойства этих растений, к сожалению, недолговечны, потому что храниться эта смесь должна в определенных условиях. Эти условия обеспечивает желатиновая капсула. Давайте посмотрим. Желатиновая капсула позволяет травам сохранять свойства даже при условиях разного температурного режима. Например, при минус 30 градусах, если вы сдали свои вещи в багажное отделение самолета, или если вы на солнечном пляже решили воспользоваться формулой Nature-Tan. Даже при плюс 40 с капсулой и ее содержимым ничего не случится. Здоровье от растений.